Эта тема, к сожалению, является актуальной для многих этнических так называемых мусульман. Вот тот байрамовый ходит тут на байрам намаза, от байрам намаза к байрам намазу, считает себя мусульманином. Тот там джумовой, да, говорят, джумовой, ходит от джума намаза к джума намазу и соблюдающий. Еще говорят, джахиль вообще никуда не относится. Я вижу уже вот улыбки. А Аллах сам говорит, горе молящимся. Горе молящимся. За что? Как? Аллах это поясняет. Которые небрежны к своим намазам. Мунафики, лицемеры. Молятся на показ, демонстрируют, но скрыто дома, когда их никто не видит, не молятся. И это есть, поверьте мне, в современное время. Есть, особенно в мусульманских странах. Когда есть общественное порицание, давлеет, человек не понимает, зачем он делает намаз. И все идут на намаз, он идет, а когда никто его не видит, он не делает намаз. И говорит, я сделал. Это я видел. Видел таких студентов, с которыми жил. В Саудовской Аравии молятся без трепета, без чувства богобоязненности. Нет этого чувства. То есть, грубо говоря, на автомате. Включил драйв, круиз-контроль и все, и поехал. Совершил 4 реката, прочитал там бюджет, я не знаю, своих новых 4 проектов, магазинов или еще чего-то. Что совершил намаз, что не совершил намаз. И он встал и совершил 4 реката, но кулия, как петух. Посланник Аллаха, когда его спросили, какой поступок самый лучший, он сказал, намаз, совершенный вовремя. И мы на самом деле не осознаем, насколько велика милость Всевышнего для нас, мусульман, тех, кто покорился ему. Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы затронуть одну из основополагающих тем в нашей религии, в исламе. Да и в принципе, одну из основополагающих тем в жизни человека. Во взаимоотношениях человек, в этой вертикали, да, и Бог Всевышний. И она, эта тема, к сожалению, является злободневной, то есть актуальной, в принципе, для многих этнических так называемых мусульман. И в первую очередь, наверное, ну, все вы знаете, да, у нас такая сегрегация есть, то есть классификация есть. Вот тот байрамовый там, ну, то есть ходит тут на байрам намаза, от байрам намаза к байрам намазу, считает себя мусульманином. Тот там джумовой, да, говорят, джумовой, ходит от джума намаза к джума намазу и соблюдающий, ну, типа, соблюдает 5 раз намаз делает. Еще говорят, джахиль вообще никуда не относится. Такая классификация есть. Я вижу уже вот улыбки. И вы понимаете, о чем я, да? Так вот, дорогие братья и сестры, Аллах создал нас, людей, создал человека, предоставил право выбора, и человек может взлететь высоко, имеется в виду, развиваясь физически, духовно в первую очередь, превзойдя даже ангелов. Эти ангелы, да, мы же знаем, ангелы, созданные из света. Творение Аллаха, которые вообще его не ослушаются. Но человек, за счет того, что ему предоставлено право выбора, он может превзойти и ангелов. И Аллах говорит, «Валакад каррамна бани Адам». Мы почтили сынов Адама, то есть людей, и позволяем им передвигаться по суше и морю и так далее. Почтили. Аллах почтил нас. «Валакад халакна линсана фи ахсани таквим» и так далее. При этом Аллах указал нам и разъяснил на действия, которые способствуют этому. Или другими словами, они являются, то есть Он установил для нас дорожные знаки, указатели. Да? Если не придерживаться их, дорожных знаков, если не придерживаться, человек попадает в аварию, заблудится и так далее.
не достигнет целей, точно так же и в нашей религии. И одним из основополагающих указателей является что? Является намаз. Ас-саля. Аллах указал пути. Человек уже сам выбирает, по какому пути ему следовать. «Инна халакна линсана мин нутфатин амшаджин набталихи фаджа'альнаху сами'ан басира». Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным. И в другом аяте «Алям наджаль лаху айнейн». Разве мы не наделили его двумя глазами, языком и двумя устами? Разве мы не указали ему на две восходящие тропы? То есть тропа добра, тропа зла. И как говорит Ис-Саади, мы научили человека отличать прямой путь от заблуждения и истину от обольщения, и указали ему путь добра и зла. Так вот, одним из таких действий является молитва, намаз, саля по-арабски, предписанная в конечном формате 5 раз в день. Мы знаем, да, не сразу она была предписана 5 раз в день. Но не об этом сейчас. Что говорят ученые, языковеды, правоведы? Что такое намаз, саля? Сыля. Сыля – связь. То есть связь человека со Всевышним. То есть верфь, соединяющая человека с его Господом, Творцом, с Аллахом. Братья, это действие настолько важное. Кто-то может подумать, зачем нам сейчас говорить про намаз, про эти вещи и так далее. Оно настолько важное, что Аллах и его посланник установили его столпом религии. Столб значит фундамент. Фундамент. То есть представьте дом без фундамента. То есть он будет стоять? Нет, он не будет стоять. Он рано или поздно, при первых же дождях и так далее, испытаниях, обвалится. А если этот дом и будет стоять без полноценного фундамента, то только за счет тех обращений, которые все равно человеческая душа, то есть совершает. Человек так или иначе, у него фитра есть, да? Так или иначе, когда его постигает беды, и у него есть потребность, нужда, он обращается ко Всевышнему, то этот дом будет держаться только за счет этого. Поскольку дуа мухуль айбада, как у Тирмизи приводится риваят, пусть он будет слабый, но в другом достоверном говорится дуа хуаль айбада, мольба, дуа. Обращение ко Всевышнему – это и есть поклонение. Только за счет этих обращений. Потому что суть намаза – это есть дуа, обращение ко Всевышнему. Как это подчеркивают многие муфассиры, правоведы и так далее. И как сказал об этом сам посланник Аллаха в достоверном хадисе, как я уже сказал, он сказал: «Дуа хуа аль-айбада». Мольба – это и есть поклонение. «Сумма кара», а затем зачитал: «Ва каля раббукум», и сказал ваш Господь: «Удууни астаджиб лакум». Обращайтесь ко мне, отвечу вам. «Инна лавина ястакбируна ан айбадати». Поистине те, которые проявляют высокомерие, не поклоняются мне, сайдухалуна джаханнам, войдут в гиену. И некоторые муфассиры говорят: «Инна лавина ястакбируна ан айбадати», эй ан дуаи. Те, которые проявляют высокомерие и не поклоняются мне, то есть не обращаются ко мне в своих мольбах, не взывают ко мне. Братья, намаз, саля, настолько важен, что пророк салса, все уже, да, общество построено, социум мусульманский построен, государство построено. Но при смерти, когда был посланник Аллаха, мы знаем все, то есть он часто болел и терял сознание. Но приходя в себя, он постоянно, в первую очередь, что спрашивал? Он спрашивал о том, совершили ли люди намаз. Представьте, человек потерялся, то есть упал в обморок, глава государства, духовный лидер. Сколько было статусов пророка? Пересчитайте.
муж, у которого много жен, отец детей, внуков. То есть, невзирая на все это, первое, что он спрашивал, совершили ли люди намаз. И точно так же второй праведный халифа, Умар ибн аль-Хаттаб, после Абу Бакра, рахимахумуллах, когда его ударили в спину отравленным ножом, он в присмерти, первое, что спросил, что он спросил? Совершили ли люди намаз? Это указывает на то, как они относились к этому, будучи теми, кем они были. Намаз, молитва человека, мольба человека напоминает человеку, кто он и перед кем он встает. Многие ведь из нас не понимают, не осмысляют эти действия. Да? Говорят, зачем эти действия? То есть, особенно новопринявший ислам так говорят. Зачем обрядности там? Во всех действиях есть глубокий смысл на самом деле. Мудрость. То есть, когда мы поднимаем руки, говорим «Аллах велик», на самом деле это символ. Символ того, что мы все мирское, бренное откинули назад. Оно позади. И мы встали перед Всевышним и сказали, все то ничтожное, незначимое, значимый сейчас и тут только Он, Всевышний. И Он самый великий. И человек, кладя свою голову вниз, падая, совершая саджду, которую отказался совершить Иблис, да, и возгордился, сатана, он что? Он вспоминает на самом деле. Он проникается на самом деле. Кто он? Что он за создание? Который был семенем и дважды вышел через половые органы своих родителей. Один раз через отца, другой раз через мать, чтобы не возгордиться. Не впадать в гордыню, высокомерие. А ведь гордыня и высокомерие являются триггером, бактериальной средой, как хотите называйте, корнем любого греха, как это было с Иблисом, сатаной, которому Всевышний велел совершить саджду в знак почета Адаму, своему созданию. Он сказал, нет, я лучше него, возгордился. Братья, еще раз, тема намаза для многих соблюдающих мусульман еще и актуальна тем, что мы, в первую очередь я, все мы можем совершать намаз. Чей телефон? Выключите его. Что мы, совершая намаз, можем пренебрегать им. И как, спросите вы? Как? А очень просто. Обратите внимание, на что говорит Всевышний. Казалось бы, да, эта формулировка вообще уместна. А Аллах сам говорит: «Вайлюн фавайлюн лиль мусаллин». Горе молящимся. Горе молящимся. За что? Как? Спросите вы. Аллах это поясняет. «Аллазина хум ан салатихим сахун», которые небрежны к своим намазам. Что говорит Ибн аль-Кафир? Толкование. Какие вариации, какие толкования существуют? Слушайте, внимайте. Первый вариант толкования. Ибн Аббас как говорит. «Я'ни аль-мунафикин алладина юсаллуна фил алани ва ла юсаллуна фис сир». Молятся, то есть мунафики, лицемеры, молятся на показ, демонстрируют, но скрыто дома, когда их никто не видит, не молятся. И это есть, поверьте мне, в современное время. Есть, особенно в мусульманских странах. Когда есть общественное порицание, давление, человек не понимает, зачем он делает намаз, и все идут на намаз, он идет, а когда никто его не видит, он не делает намаз. И говорит, я сделал, это я видел. Видел таких студентов, с которыми жил. В Саудовской Аравии в частности. Во всех, многих мусульманских странах это явление есть.
Второй вариант толкования, как говорит Ибн аль-Кафир, не молятся вовремя. То есть, все мы знаем, намаз предписан, инна салат канат аля муминин китабан мавкута, предписан в определенное время. То есть, что делают? Либо не совершают идеально тогда, когда его надо совершать, потому что есть идеальное время для совершения намаза. Либо вообще его откладывают на самые последние минуты. Да? Это очень известная есть шутка, у турков особенно, когда идет чемпионат мира, 2-3 минуты там остается, 5 минут остается, и говорят, а ходжа намаз, куртарырыз говорит, да? И быстро-быстро помолились. Либо молятся, как говорит опять же Ибн аль-Кафир в своем толковании, либо молятся без трепета, без чувства, без этого чувства, да, богобоязненности. Нет этого чувства. То есть, грубо говоря, на автомате. Включил драйв, круиз-контроль, и все, и поехал. Совершил 4 реката, прочитал там бюджет, я не знаю, своих новых 4 проектов, магазинов или еще чего-то. Что совершил намаз, что не совершил намаз. И это все возможные толкования, и как заключает в конце, я не буду цитировать полностью Ибн Кафира, но что он говорит? Он говорит, فَاللَّفْظُ يَشْمُلُ هَذَا كُلُّهُ. То есть формулировка «фавайлю лиль мусаллин, аллазина хум ан салатихим сахун». То есть вот эти аяты, аллаф, они все предполагают все эти смыслы. Все это предполагает. «Валикуллин ман иттасафа бишейин мин далика». И если в человеке есть хоть часть этого, из того, что было сказано и описано, «Кистун мин далика, кистун мин хадил ая», то на него попадает частично этот аят. То есть он подпадает под этот аят. А если человеку будут присущи все эти вещи, все эти как бы отклонения, да? То аят полностью, он подпадает полностью под этот аят. И его лицемерие полным стало. Как говорится в 2 достоверных сборниках, что посланник Аллаха сказал, «Тилька салатуль мунафик». Это молитва, этот намаз лицемера. «Тилька салатуль мунафик». Трижды он сказал так. «Яджлюсу яркубу шамс». Сидит и наблюдает за солнцем. То есть есть время еще, есть время, а еще есть время. А давай это сделаю, а это сделаю, а это... И пока, и что? «Хатта иза кянат» – это слова пророка, это хадис. До тех пор, пока она не опустится и не окажется между 2 рогами сатаны. Мы знаем, да, что солнце, когда садится, оно садится между 2 рогами сатаны. «Кама фанакара арбан». И он встал, и что? И совершил 4 ракята, но кулья, как петух, как говорится в отдельном другом хадисе. «Ла ядкуруллаха фиха илля калиля». Но поминает при этом Аллаха совсем лишь мало. Смотрите, человек может совершать ошибки в намазе. Может. То есть время от времени у него может быть такое состояние. Пусть ни в коем случае человек никто из нас не впадет в другую крайность, как это бывает, да? У вас бывает. Некоторые люди становятся из-за того, что хотят совершить намаз идеально, то есть начинают повторять. То есть произносит, человек может совершать. Свойственно, пророк совершал ошибки в намазе. И поэтому в одном из тафсиров говорится, хвала Аллаху, что Аллах сказал ан салатихим сахун. Не сказал фи салатихим сахун. Тонкость арабского языка. Предлог ан, не фи. То есть относительно своих намазов. Не в своих намазах. Может. Но это не должно быть что? Хроникой. Постоянным качеством человеческой души. Теперь функционал.
Для чего намаз вообще? Как себя продиагностировать? То есть соблюдающие мы, получаем ли мы эффект от этого соблюдения? Намаз удерживает от зла. Как сказал об этом Аллах Субхану «Тлю ма ухия илейка миналь китаб», читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Это именно работает так, то есть в этой плоскости. Если человек совершает намаз, то знаете, то есть он не может совершать предосудительного и омерзительного. Намаз – это свет, как сказал об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как упоминается в сообщении от Абдуллаха ибн Умара, упомянул намаз, а потом сказал: «Ман хафаза алейха», тот, кто будет постоянно соблюдать намаз, «кянат лаху нура ва бурхана», то этот намаз будет для него светом и доказательством и спасением йоум аль-кияма, в день воскрешения. «Оман лам юхафиз алейха лам якун лаху нур», а тот, кто не будет соблюдать его, не будет у него света, ни доказательства, ни спасения. И он окажется в день воскрешения вместе с Каруном, фараоном и Хаманом и Убайю ибн Халяфом. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Башшириль машшаина фиддулм иляль масаджид», обрадуй тех, кто идут на намаз в темное время суток в мечети, биннури там йоум аль-кияма, полным светом в день воскрешения. Намаз, мы говорили про черту ниже нуля, да? Теперь про черту выше нуля. Намаз – это лучшее деяние. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его спросили, какой поступок самый лучший, он сказал: «Ас-салату ли вактиха», намаз, совершенный вовремя. А затем спросили, а потом какой? Он сказал: «Бирруль валидейн», отношение благочестивое к родителям. Намаз очищает. Знаете, в современное время, особенно у психологов, модно говорить, в тренде говорить про что? Про моральную гигиену, морально-нравственную гигиену, эмоциональную гигиену. Основой основ таких гигиен, про которые сегодня говорят, есть чистота души. А чистота души достигается через что? Через эту связь со Всевышним. Через намаз. И об этом говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Мафалю салаватил хамс». Пример 5 намазов, «Камафали нахарин», подобно текущей реки, «Аля баби ахадику», у двери каждого из вас, «Яхтасилю минху кулля йом хамса марра», в которую он окунается и очищается 5 раз в день. Будет ли он грязным? Да нет, конечно, никогда он не будет грязным. Братья мои, нет таких людей на этом белом свете, которые бы не ошибались, не совершали грехи. Опять же, об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да? «Куллю бани Адам хаттаун». Все сыновья Адама совершают ошибки, грехи совершают. «Ва хайруль хаттаина ат-таввабун». Лучшие из тех, кто ошибается, те, которые каются. Так вот, намаз служит очищением, искуплением для всех наших ошибок. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: 5 намазов, от джума намаза к джума намазу, от Рамадана к Рамадану. Все это служит искуплением всего того, что было совершено между ними. Имеется в виду из малых прегрешений. И ваджтуни батиль кабаир, если не были совершены тяжкие грехи. Потому что тяжкие грехи – это отдельная тема. Но если человек совершает какие-то мелкие грехи, то Аллах Субхану стирает, и это милость Всевышнего. Стирает, прощает именно. За счет чего? За счет этих великих поклонений, которые были упомянуты в этом хадисе. Имеется в виду, даже если мы отдельно не каемся относительно них,
А тяжкие грехи требуют отдельного покаяния. И там есть целые условия. Ряд условий. Намаз возвышает человека. То есть, когда пришел Саубан, Мауля Расулилля, вольноотпущенник посланника Аллаха, он ему сказал: «Алейка бикафрати суджуд». Назидание, которое он ему дал: тебе следует совершать как можно больше земных поклонов, то есть совершать намаз. «Фаиннака ла тасджуду лиллахи садждатан». Ведь всякий раз, когда ты будешь совершать одну саджду, один земной поклон, «Илля рафаака Аллаху биха дараджа». Аллах непременно тебя возвысит на одну степень. «Вахатта анка биха хатиа». И снимет с тебя одну ошибку, один грех. И относительно этого есть много других хадисов, я их не буду всех приводить. В частности, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Иза тавадда ахадукум», если кто-либо из вас принял омовение, «фа ахсана аль-вуду», совершил вуду должным образом, затем пошел в мечеть, «лам ярфа кадамаху аль-юмна илля катабаху Аллаху лаху хасан». Каждый раз, когда он поднимает стопу, Аллах за это ему записывает одно доброе благодеяние. «Валам яда кадамаху аль-юсра», и опуская левую ногу, поднимая правую, опуская левую, «илля хатта Аллаху анху сайя». Аллах прощает ему одну ошибку, один огрех. Тот, кто совершит утренний намаз, тот фи зимматилля, тот под защитой Аллаха. Как об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя, с другой стороны, те люди, которые оставляют намаз, посмотрите на этот алгоритм, да, который описан в одной из аятов суры Марьям, где Аллах говорит: «Фахаляфа мин ба'дихим хальфун». И пришло после них потомство. Что они сделали? Ада'у ссаля. Оставили, позабыли намаз. Уаттаба'у шахават. Вследствие за этим что идут? Последовали за своими страстями. Хочешь не хочешь, это происходит. Фасауфа ялкауна гайя. Они будут погублены. И особенно, братья мои, особенное отношение должно быть, особенное отношение к правильному, своевременному совершению намаза, это к салату аср, к кинди намазу. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аллади тафутуху салату аср кааннама ватира ахлаху ва маля». Тот, кто пропустил салату аср, как будто словно обрезал, погубил, лишил себя чего? Семьи и имущества. Можете себе представить? Отдельно это подчеркивается. И отдельно это Аллах подчеркивает в аяте. «Вассалатиль вуста» в известном аяте. Оберегайте намазы, соблюдайте намаз. «Вассалатиль вуста» и серединный намаз. И многие муфассиры говорят, это именно салатуль аср. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах принимает мольбы. И я надеюсь, мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, лишь Его мы восхваляем, лишь Его молим о помощи и прощении. На Него уповаем и любим Его. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. Того, кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на этот истинный путь. А после. Дорогие братья и сестры, человечество, переживающее подъемы, падения, перекочевание цивилизации с запада на восток, с востока на запад, мировые войны, эпидемии, вирусы, технологические открытия, развитие всех человеческих сфер, да? Мы это видим во всех сферах, в частности в образовании. Это, в принципе, во всех науках.
прикладное значение, прикладные науки. Уже часто встречается это. Прикладная математика, прикладная наука и так далее. То есть, что? Прямая ориентация на практику. То есть, уход от теории, уход от наукообразия, практика, результат и так далее. В частности, я об этом уже говорил на одних из джума, в частности, и в том числе в медицине, хотя, я когда говорю медицина, я сейчас имею в виду лечение, да, потому что многие все равно так или иначе подвержены этому испытанию, многие болеют. И в этом есть великая мудрость, и в этом есть очищение для человека. То есть я говорил на одном из джума о психосоматике, так называемой, о влиянии психологических факторов на здоровье. То есть, на самом деле об этом говорили в древности, да, я даже цитату эту приводил. Одного из мудрецов, который сказал, как не следует пытаться лечить глаза отдельно от головы и голову отдельно от тела, так не следует лечить тело и не леча душу. И в период Средневековья, знаете, что мусульманский врач Абу Зайд аль-Бальхи создал целую теорию. Теорию взаимодействия биологических, психологических факторов в развитии болезней. То есть он говорил о том, что нужно лечить и душу. И об этом сегодня уже говорят, сегодня современные, особенно в частной медицине, в частных клиниках. Так вот, я к чему? То есть сегодня можно чаще и чаще встречать комплексное лечение, которое включает и эмоциональное, и психологическое лечение, когда что делают? Прописывают так называемые аффирмации. Что такое аффирмация? То есть это так называемое утвердительное какой-то набор слов, то есть предложений, то есть посылов, мотивов, в которых нуждается человеческая душа, для того, чтобы излечить его, то есть психику, душу излечить его. Так вот, это я к чему, дорогие братья? Это я к тому, что обращение ко Всевышнему на самом деле это основа основ всех этих аффирмаций. Это азбука аффирмаций для каждого человека. С этого надо начинать. И мы на самом деле не осознаем, насколько велика милость Всевышнего для нас, мусульман, тех, кто покорился ему. Те, которые пришли к этому и совершают 5 раз в день намаз. Осознанно, чувствуя это, проникаясь этим, соблюдая это. Насколько велика милость Всевышнего для нас, мусульман, тех, кто покорился ему. Те, которые пришли к этому и совершают 5 раз в день намаз. Осознанно, чувствуя это, проникаясь этим, соблюдая это.